Знаете, учитывая количество минут, которые у меня осталось, я, наверное, все вопросы, все аспекты осветить не смогу, но попытаюсь посмотреть как бы на рамочные вещи, которые связаны с системой оценки качества образования. Дело в том, что не получится и не будем, наверное, углубляться в вопросы методов оценивания. Единственное, что хочу сказать, вот получая этот мостик, что, естественно, если мы говорим о компетентностном подходе и о результатах обучения как компетентностях, соответственно, вся система оценивания, по крайней мере, что мы должны измерять, она совершенно про другое. Да? То есть это не знание, к которому мы привыкли, которое на самом деле легче измерять было. То есть это должно быть что-то другое. Что другое, пока мы знаем, что, ну, так, еще, потому что стандарты не все готовы в школьном образовании, но вопрос, как мы это будем измерять, это второй большой вопрос, который и вызов, да, который стоит перед системой образования, потому что про это мы мало что знаем и мало что умеем. Это вот про мостик содержания образования, который я хотела бы отметить. Но, так, как мы должны дальше двигаться? Вот так, да? Но начать я хотела бы с некоторых определений, потому что мы много претензий к качеству образования школьного, да, со стороны высшего образования, со стороны родителей и так далее, и так далее. Что такое качество образования? Вот такое стандартное определение, то есть это характеристика системы образования, отражающая степень соответствия результатов и условий обеспечения образовательного процесса к требованиям, нормативным требованиям, то есть это что хочет государство, да, фактически госстандарт, социальным и личностным ожиданиям, что хочет общество, что хотят родители и учащиеся. Да? Поэтому говорить о хорошем качестве или о плохом качестве мы можем говорить только с позиции того, а соответствует ли это требованиям и ожиданиям. И, соответственно, первый вопрос, а каковы эти нормативные требования? Вопрос опять к стандартам, да, что там, социальные и личностные ожидания, а что хотят и хотят ли вообще и ожидают ли чего-то, могут ли они это сформулировать, наше общество, родители и учащиеся. Соответственно, когда мы говорим об оценке качества, вы помните первую презентацию Ларисы Юрьевны, в которой она уже об этом говорила немножко, да, что да, оценка качества важная вещь, потому что если мы меняем ожидаемые результаты, то, соответственно, как мы узнаем, насколько мы успешно этих результатов достигаем. Да? Соответственно, должна перестраиваться система оценки. Оценка чего? Образовательных достижений обучающихся. В данном случае мы говорим о школьном образовании, это ученики. Оценка эффективности реализации самого процесса в образовательных учреждениях, это школы и образовательный процесс, который там происходит. И оценка эффективности деятельности всей системы. Либо могут быть, конечно, какие-то региональные вещи, у нас есть областные, ну, скажем так, системы образования, но чаще всего, когда мы говорим о Кыргызстане, о такой небольшой стране, да, мы говорим все-таки о национальной системе. Соответственно, что должно быть? Должна быть политика, структуры, практики, институции, инструменты и так далее, да, в этой системе оценивания. И, соответственно, если мы хотим, чтобы она у нас заработала, что она должна сделать? Она должна обеспечивать информацией, достоверной, объективной, своевременной информацией в том объеме и в том качестве, которое нам нужно, как потребителям, как заказчикам образования, системы образования и так далее. Да? Делает ли это система оценки качества, это другой вопрос. Как она это делает и достаточно ли нам этой информации, и можем ли, самое главное, мы на основании этой информации принимать те или иные решения. Потому что здесь вообще две таких стороны. С одной стороны, у нас в Кыргызстане что происходит? Бывает так, что информация есть, система, я дальше об этом буду говорить, откуда она берется, но мы ее не можем использовать. Мы не умеем ее использовать, потому что, к сожалению, культура принятия решений у нас такова, что мы их принимаем, опираясь на все, что угодно, но только не на данные, какие-то исследования и так далее. Да? Мы принимаем их, потому что вот так нам хочется. Это одна проблема. И другая проблема обратная, когда
появляется такая потребность информационная в такого рода данных, но эти данные не соответствуют, они недостаточно, скажем, они ненадежные, они не такие, какие нам нужны. Две такие встречные проблемы. О информационных потребностях я уже сказала, да, то есть нам нужна система оценивания, которая бы удовлетворяла потребности в информации. Но основная, конечно, цель в данном случае, это чтобы вся система, та информация, на основе которой принимаются решения, работала на улучшение, на повышение качества. Мы можем говорить о разных уровнях, да, в нашей системе повышения качества. То есть какие тут задачи? Да? Определение прогресса в обучении конкретного школьника, начиная, вот, когда берем школу и ученика, да, начинаем от школьника. Да? То есть нам нужны данные о прогрессе каждого ребенка. Что нам нужно от системы оценки качества? Сертификация выпускников. Заканчивает основную школу, либо 11 общеобразовательную школу ученик, нам нужна эта информация. Далее, селекция, отбор для продолжения обучения или получения рабочего места. Если мы говорим о переходе со школы в вуз, то отбор, кто поступает в вуз. То есть, опять-таки, оценка должна нам дать возможность отбора тех выпускников школ, которые могут продолжить обучение в вузе. Оценка результатов деятельности педагогов. В первой, опять-таки, Лариса Юрьевна говорила о том, что это очень важный момент, да, и акцент делался и для ОНС тоже обратить внимание, а каким образом это будет выстраиваться, потому что есть план выстроить это буквально вот в ближайшие сроки. Опять-таки, на основе каких критериев, как это будет увязано с новыми требованиями к содержанию образования и так далее. Оценка деятельности образовательных учреждений. Школы, помните, опять-таки, на уровне профессионального образования, может быть, этот процесс уже запускается, но в школьном образовании пока речи не идет о самооценке, о рейтинге школ и так далее. Да? То есть пока в этой системе оценки деятельности учреждений образовательных практически говорить не приходится. И оценка деятельности национальной образовательной системы в целом. То есть когда мы говорим о системе оценки, у нас идет очень многоступенчатая такая, на самом деле, структура от конкретного школьника к оценке целой системы. Я предлагаю нам так вот посмотреть, каким образом это осуществляется у нас в Кыргызстане. Опять-таки, если говорить о видах программ оценивания, оценка на уровне класса, мы говорим о ученике, да? Что у нас есть? Оценка на уровне класса. Это так называемая, вот сейчас в новом госстандарте говорится о 3 основных видах оценивания. Диагностическое, формирующее и суммативное, или итоговое, да, оценивание. Оценка на уровне класса относится больше к диагностическому, больше к формативному оцениванию. И на самом деле все исследования показывают, что это очень важно, чтобы именно на уровне класса, то есть учитель, в ходе образовательного процесса, в ходе каждого урока проводил такую оценку. Оценка не означает ставил отметку, да? То есть он получал, скажем, информацию о том, как успешно продвигаются его ученики к освоению того или иного стандарта и, соответственно, корректировал свой учебный процесс. То есть это такая текущая, очень важная часть работы учителя на самом деле, да? Что у нас есть в Кыргызстане, сейчас хочу сразу сказать, да, в рамках различных проектов процесс развития формативного оценивания был запущен уже много лет назад, ну скажем, уже в течение последнего десятилетия активно очень этот процесс развивается, но в рамках проектов. Вчера мне задавали вопрос, стало ли это общее, все ли учителя это используют и могут это использовать. К сожалению, пока об этом говорить рано, хотя понятия, методы, техники формативного или формирующего оценивания, они уже интегрированы и в программу повышения квалификации, и в программу подготовки учителей. Но процесс, скажем так, еще идет, да? И нужно, наверное, приложить еще какие-то усилия для того, чтобы учителя умели это делать.
Следующий уровень, вид программ, это государственные экзамены, это выпускные и вступительные на следующую ступень образования. Этот вид программ, оценки относятся к программам значимым, да, с высокой степенью значимости для учеников. Да? И, соответственно, что мы здесь имеем, когда мы говорим о госэкзаменах на выходе из школы? Что у нас здесь есть? Мы знаем, что у нас пока традиционная система экзаменов на выходе из школы. Да? То есть в конце 11 класса и 9 класса учащиеся сдают экзамены, которые организуются, понятно, по вопросам данным сверху, но на уровне самой школы. То есть сами обучили, сами оценили, сами поставили оценки и счастливо разучились. Хотя, опять-таки, в рамках различных пилотов уже давно муссируется вопрос о изменении этой системы, именно выходных экзаменов. Пилотировался этот экзамен, новая итоговая аттестация на уровне Таласской области, насколько я знаю, в рамках одного из проектов. В рамках другого проекта также происходила попытка что-то изменить, но пока ВОЗ и ныне там, экзамен остается пока в том виде, в котором он существует. Почему? Потому что это очень дорого организовать единый, скажем, государственный экзамен на уровне всей страны или единую государственную аттестацию, как это происходит, например, у наших соседей. И я думаю, что вопрос связан один раз со стоимостью, другой раз еще и вопрос о том, что в условиях, когда меняются сейчас стандарты, происходит такая реформа содержания образования, очень сложно понять, сориентировать эти государственные экзамены. Когда мы говорим о втором виде, о вступительных экзаменах, мы знаем прекрасно, что у нас с 2002 года работает общереспубликанский тест, да, ОРТ, и успешно работает, и ту задачу, которая на него возложена, вопрос селекции выпускников школы, которые наиболее успешно смогут продолжить обучение на следующей ступени образования, в ВУЗе с этой задачей тест справляется, и он модифицируется по просьбе Министерства образования. Много лет уже разрабатываются, внедряются предметные тесты и так далее, и так далее. Возникал вопрос, и в принципе он до сих пор обсуждается, о объединении этих двух видов экзаменов и введении единого экзамена, который будет существовать и для цели выпуска, и для цели входа. Это до сих пор вопрос, потому как многие исследования говорят о том, что две разные цели, соответственно, должно быть два разных теста. С другой стороны, с позиции экономической эффективности, с экономических выгод тоже целесообразно, возможно, да, объединение и так далее, но в любом случае это должен быть тогда другой тест, не ОРТ и не то, что вот сейчас есть здесь. И третий вид программ, который у нас тоже в Кыргызстане сейчас используется, это крупномасштабные исследования, к которым относим и национальную оценку, и сравнительные международные исследования. Если говорить о национальной оценке, у нас мы знаем, да, что у нас есть НОУДУ, был НОУДУ, по крайней мере, два раунда мы прошли этого теста, стандартизированное исследование выборочное было проведено у нас на уровне 4 и 8 классов, да, по естественно-научной грамотности, по математике и чтению с пониманием, по-моему. Это происходило 2 раза. Затем Министерство образования в связи, опять-таки, спросим, наверное, Министерство образования почему, но этот вид мониторинга, это мониторинговое исследование, было принято решение, его пока не продолжать, да, то есть мы его имеем в 2007 деньги, но предлагалось это сделать за счет донорских средств, да, и тем не менее, нет, это НОУДУ, национальная оценка достижений учащихся на уровне 4 и 8 классов. Почему 4 и 8? Потому что 4 это переходный этап с начальной школы в среднюю, очень важный этап, и 8 потому что это еще не 9, но есть возможность те проблемы, которые могут появиться при выходе из основной школы, откорректировать, по крайней мере. Да? Да, это в начальных классах проводится, в этом году проводилось.
Я об этом чуть попозже скажу, да, проводилась, но в 2014 году проводилась. Да, то есть в прошлом году. Почему? Я чуть-чуть попозже к этому вернусь, хорошо, потому что там немножко другой вариант. И крупномасштабные исследования, международные сравнительные исследования. Мы знаем, что Кыргызстан прошел 2 раунда участия в исследовании ПИЗа. Да? И мы знаем, что результаты 2 раундов были неутешительные. Но, в свою очередь, миссия этого исследования была вот для нас, в нашем случае, такой, что дать толчок, ввела нас в шок, но в то же время это должно было послужить толчком для нас, чтобы мы поняли, в каком направлении, что нам нужно откорректировать и так далее. Что я хочу сказать, важную, наверное, вещь, когда мы говорим о мониторингах, да, и так как это тема нашего семинара, мониторинг может случиться в том случае, когда мы имеем периодичность, да, систематичность определенных исследований и можем получать эти данные, измеренные одной линейкой через определенный какой-то период времени, чтобы сравнивать, есть ли прогресс или нет. Поэтому, когда мы говорим о национальном исследовании или проведении международных исследований, так важно, чтобы страна закрепила в своей практике и в своем опыте участие или проведение того или иного вида исследования хотя бы с определенной периодичностью, чтобы понимать вообще, что происходит. Иначе смысл теряется. Да? Вот эти слайды, на которых более детально все расписано, я буду пропускать, да, потому что я понимаю, что у нас времени нет. Об этом я уже говорила. Это оценка на уровне класса, промежуточное информативное исследование, которое оно у нас есть и закреплено в стандартах. Госэкзамены, национальные мониторинги. Вот мы видим, да, здесь вот то, что Алмаз сейчас говорили, 2007, 2009 и 2014 год. Да? В 2014 году было только чтение, только 4 класс. И только чтение, по-моему, и потому как финансовый вопрос, да. В этом году по просьбе Министерства образования Национальный центр тестирования его попросили сделать что-нибудь на уровне 8 класса, и они что-то сделали, но опять-таки это другая линейка, это совершенно другой подход, и, естественно, сравнивать то, что было сделано в этом году Национальным центром тестирования, и то, что было до этого сделано, в данном случае это ЦОМО проводил эти исследования, естественно, не приходится. Таким образом, если мы посмотрим так вот на нашу систему оценки качества образования, да, то мы видим, что примерно она выглядит, система таким образом, да, что у нас есть внутриклассное оценивание, есть исследование, вот по чуть-чуть как бы на каждом этапе представлено, что-то представлено. То есть мы можем говорить о том, что что-то есть, но насколько эта система эффективна, это еще пока вопрос. Вот давайте посмотрим в сравнении, да, может быть, с нашими соседями, что у нас есть в Кыргызстане и чего нет. В принципе, если мы говорим опять-таки, о наличии, да, то мы можем сказать, что везде что-то у нас есть. Единственное, такое сейчас еще очень проблемное место у нас здесь связано с выпускными экзаменами. Потому что то, что происходит на этапе пилотирования, оно не переходит в национальные масштабы, опять-таки, потому что финансирование и потому что еще не создано такой, видимо, оптимальной формы и не пришли мы к соглашению, что же все-таки нам нужно, какая форма итоговой аттестации и должна ли она быть отдельно или вместе с вступительным экзаменом в вузы. Мы видим, да, что в других странах так или иначе какой-то из элементов системы он представлен. Это наши соседние страны, я не стала брать другие, да, по крайней мере, можем сопоставить свои успехи с другими. Хочу здесь сказать, что об успехах ОРТ, то, что это, в принципе, тот тест, который является примером, да, скажем, для других стран, вы уже все прекрасно знаете, я думаю, что это очень важно. То, что у нас критикуют, другим странам нравится. Да.
Но теперь вопрос, вот я говорила о том, что количественно, или как бы, если мы зафиксируем, есть это или нет, есть, да, в основном все у нас как бы какие-то элементы существуют. Давайте подумаем о качестве этой самой системы оценивания. Есть, ну как бы это не мое, естественно, мнение, да, есть масса исследований, в том числе вот исследования, приведенные здесь ниже, что три основных фактора – это благоприятная внешняя среда, координация, согласованность с элементами образовательной системы и технология. Вот эти три характеристики, три фактора говорят о качестве самой системы оценивания. Давайте посмотрим с этой точки зрения, вот что, как у нас это есть или нет. Среда. Политика, финансовые ресурсы, организационные ресурсы и кадры. Да? Очень важный момент, потому что очень часто все инициативы, они упираются вот именно вот в этот фактор. Политика. Ну, можем сказать, что, как вы уже, наверное, с первого дня слышали, да, что у нас нормативно-правовая база достаточно сильная. Да, в госстандарте в новом, в различных стратегиях и законах у нас в основном все закреплено, как это должно быть в идеале. То есть на уровне декларации у нас чаще всего все это есть. Чего у нас нет, это иногда мы страдаем с финансовыми ресурсами, да, потому что для того, чтобы проводить национальное, например, оценивание или участвовать в международных, это все-таки, ну, хотя международных там другой вопрос, но про национальный мониторинг это все-таки затратная статья, и поэтому нужно об этом думать. Другой вопрос еще и про кадры и организационные ресурсы. Есть ли у нас институции, которые бы могли квалифицированно организовать весь процесс проведения оценки? К сожалению, сейчас мы можем констатировать, что у нас эта область не достаточно развита. По крайней мере, то, что касается школьного образования, у нас есть независимое агентство, которое ЦОМО, да, мы знаем, что Центр оценки качества и методов обучения есть, это независимая организация, есть Национальный центр тестирования, который является структурой, подструктурой министерства, и сейчас находится на стадии, скажем так, становления и развития своего потенциала, поэтому браться, ну, это большой вопрос, да, сможет ли он кадрово и организационно решить эту задачу. Есть при Кыргызской нашей любимой Академии образования Центр оценивания, да, который, ну, опять-таки, там тоже большая проблема и с кадрами, и с пониманием того, что они должны делать. Поэтому тоже говорить о том, что у нас есть организационные ресурсы, есть кадры, к сожалению, пока не приходится. Но если говорить о, опять-таки, возвращаясь к уровню школы, внутриклассному оцениванию, да, к тому, что внутри школы должно происходить, это не требует больших финансовых ресурсов на самом деле. Да? Это не требует каких-то особых политических решений и так далее. Это процесс, который больше связан с повышением квалификации и с подготовкой учителей и обеспечением их методическими пособиями. Поэтому, если мы сейчас говорим о новых стандартах, о новой системе оценивания, да, соответственно, о новых ОМК, которые должны прийти в школу, и частью их станет методическое пособие или методические какие-то материалы по оцениванию, это очень как бы будет важным аспектом, который поддержит именно оценку на уровне класса в наших школах. Посмотрим дальше. Координация и согласованность системы. Вот, недаром выше, да, наши презентаторы, которые уже выступали, они как раз говорили об учебном плане, о куррикулуме или о стандарте, о предметных стандартах, об учебниках и профессиональном развитии учителей. Естественно, что оцениваем, закреплено там. Да? И, соответственно, как бы рассогласованно мы здесь работать не можем, и в этом проблема сейчас может быть где-то и система оценивания тоже. Почему? Потому что, с одной стороны, она может задавать некоторые, скажем так, некоторую планку, как в свое время, наверное, где-то, может быть, послужил этим ОРТ, да, когда было много к нему претензий, что он не обучает, что в школе не обучает тому, что измеряется на ОРТ, да, но в то же время ОРТ послужил таким некоторым маячком или ориентиром, что, ага, оказывается, что-то нужно менять в системе школьного образования, потому как это про это мы даже не знали и не думали, что на это нужно ориентироваться, да.
Точно так же, как ПИЗа в свое время тоже послужила такой шоковой терапией, да, когда мы увидели, что то, что там измеряется, мы в школе на это очень мало ориентированы. И, наверное, это тоже, в свою очередь, послужило толчком для изменения содержания и вообще переосмысления целей и образовательных результатов. Да? То есть вот здесь вот это все должно идти очень сбалансированно и скоординированно друг с другом. И естественно, что сейчас, когда мы меняем образовательный подход вообще к образовательным результатам и сами образовательные результаты, то система оценивания, она тоже, соответственно, должна меняться, и уже как бы попытки есть, да, по крайней мере, как вот опять-таки вы слышали выше, что впервые появляется вообще понятие оценивания в законе об образовании, да, в государственном стандарте целая глава, которую мы писали для куррикулума национального, и вот она вошла в госстандарт, это все там появляется, и, соответственно, будет обрастать уже таким хвостом методических материалов и так далее. Технология. Это очень важный момент, когда мы говорим про оценку, да, потому что это психометрика, это инструментарий, это процессы, это процедуры и так далее. То есть это весь цикл дизайна, администрирования, анализ результатов и применения. Да? И если о тех исследованиях, которые мы проводим в нашей стране на национальном уровне или международных исследованиях, мы говорим, что там достаточно на данный момент отработано, но только от тех, которые уже были проведены. Для нас в любом случае остается всегда большим вопросом, я думаю, что как раз присутствующие здесь наши коллеги с ОНС, наверное, вот на этот момент должны обратить внимание, применение или использование. В данном контексте это, наверное, применение этих процедур, но я хочу сказать о том, каким образом результаты оценок, они могут быть использованы и должны пользоваться лицами, в частности, принимающими решения. Да? Потому что мы же знаем, да, нашу страну, что и это было, когда ОРТ началось, и это было по результатам разных исследований, что наши лица, принимающие решения, им легче принять решения, несущие такое, скажем, как это правильно сказать, решения, которые, как это, такое слово хочется, наказывающие, пугающие решения, да, вплоть до увольнения с работы принимались такие решения по результатам мониторинга такого рода. Мы не перестаем говорить о том, что не должны приниматься решения именно таким образом. Это должны быть решения, работающие на улучшение, да, это должны быть решения, которые говорят о том, как эту ситуацию улучшить. Правильно, карательное. Какое же слово должно здесь быть правильное? Таким образом, если говорить вот о рамке индикаторов для системы оценки качества образования, вот она у нас здесь есть, да, мы видим, что должно быть на каждом уровне, что это должно быть по отношению к каждой программе оценки. И мы понимаем, что в нашей ситуации, да, когда мы говорим о том, что у нас есть в Кыргызстане, мы можем здесь очень много дискутировать. И мне кажется, это те вещи, о которых можно дальше, может быть, выстроить работу и ОНС, о том, каким образом вообще, начиная от заказа, да, на эти виды исследований или оценок, да, какого рода информация нам нужна, да, например, и заканчивая о том, а как мы используем, вообще используем или нет. Потому что вот я сегодня принесла несколько таких отчетов. Это и по ОРТ, это и один из первых мониторингов, который был проведен ЮНИСЕФ, да, на уровне, где-то он у меня там был обозначен, 4 класса. Это пособие, которое по формативному оцениванию, это оценка стандартов, которые были разработаны для оценки профессионализма учителя. Это национальная оценка, результаты национальной оценки и результаты по ПИЗе. Да? То есть по каждому виду оценивания, который у нас когда-либо проводился, либо проводится, всегда есть отчеты. Ну, эти отчеты достаточно толстые для того, чтобы изучать. Бывают и краткие версии отчетов, в которых очень
сжато, коротко выделены основные моменты. Но вопрос стоит, кто их изучает ли вообще и что с ними дальше делать. Да? Одно дело, когда мы их получили, прочитали и на этом успокоились и положили на полку, но они существуют для того, чтобы принимались какие-то решения. Они должны обсуждаться, может быть, где-то на каком-то этапе нам нужен дополнительный анализ, вторичный какой-то анализ. Нам нужны структуры, которые могут это делать аналитику и предоставлять ее в таком виде, который был бы понимаем для лиц, принимающих решения. Да? Потому что мы прекрасно понимаем, что в Министерстве образования им некогда, например, читать весь этот Талмуд, например. Это да? Обязанность. Но, да, согласна. Поэтому, может быть, это один из пунктов адженды, да, один из пунктов повестки дня, может быть, ОНС. Вот я предлагаю просто включить на периодической основе, заслушивать вот эти результаты, обсуждать, что с ними делать, давать какие-то задания агентствам, соответствующим, скажем, той же Кыргызской академии образования, отделу оценивания, вынести какие-то рекомендации и потом уже работать с лицами, принимающими решения о том, как эти рекомендации превратить в определенные решения, тем более сейчас этап, когда мы меняем, в общем-то, все, что связано с школьным образованием. Поэтому вот те вопросы, которые здесь есть, а их много достаточно, да, то они должны превратиться, ну, по крайней мере, из вопросов перейти в какой-то другой знак, да, то есть восклицательный знак, в точку или еще куда-то. Вот поэтому, основываясь на вот таком обзоре, да, мы можем сказать, что если, опять картинка, да, простите, что здесь нет женщины, да, здесь все-таки мужчина, да. Вот эти... Может, в данном случае хорошо, что здесь нет женщины. Да. Мы можем говорить, что наша система оценки, это, кстати, критерии, это были разработаны Всемирным банком, и они по вот этим критериям и уровням анализировали системы в разных странах. Мы можем сказать, что наша система оценки качества, она, наверное, находится все-таки вот на этом уровне. Мы не можем сказать, что она совсем на латентном, то есть ничего нет, но сейчас она находится на этом уровне, и нужно, видимо, какие-то те позитивные вещи, которые у нас уже там появились, их укрепить и уже думать о том, как создавать, идти на следующий этап. Потому что вместе с новыми стандартами, госстандарт, новые предметные стандарты, вместе со всем этим система оценивания должна встать на ноги. И вот очень надеюсь, что когда-нибудь мы будем хотя бы вот передвинемся в ближайшем будущем вот на этот этап. И будем говорить, что она у нас уже создана, существует и эффективно работает. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, вот, пожалуйста. Часов сложно задавать вопрос. На самом деле большое спасибо за то, что вы дали такую оценку. Если пробежались по системе оценивания, безусловно, мы не будем заниматься, как ОНС, мы не будем влазить в такие дебри, это однозначно. Вот. Я думаю, что ОНС не будет вызывать министерство представителей, чтобы они делали с нами обсуждение результатов оценивания. Я думаю, что эти материалы должны быть предметом и настольными книгами для выработки политики в области образования. А уже там, чтобы они занялись политикой, это уже задача ОНС. Потому что сейчас они занимаются всем чем. Но использовать, так как вопрос семинара был все-таки и про мониторинг тоже, да, использовать вот эти данные для получения, да, представления о том, как система работает, это мне кажется, тоже вот как бы входит в задачи ОНС в том числе. Значит, вот куррикулум, да, там же оценка должна быть другая, не знание, знание, да, вот, там как процесс сейчас, на каком этапе. Коллеги, вот, потому что вот, допустим, первый класс проверяет уже все этих минуты, читать код, да, вот старые же вот эти остаются, а то, что человек читает и не понимает текста. Согласна, да. Почему это не убьют? На самом деле,
Ну, про начальную школу сейчас сложно говорить, потому что те стандарты, которые были разработаны, они требуют следующего этапа доработки. Но в оценивании очень важно видеть вот для оценщиков, да, при оценке, каким образом сформулированы результаты. Да? То есть если они у нас, как мы требуем при разработке предметных стандартов, чтобы это были измеряемые, очень конкретные стандарты компетентности или там какие-то навыки, которые можно увидеть, которые можно измерить, то тогда это облегчает, тогда это делает возможным измерение или оценку, правильно, да? И это становится возможным и для учителя, и для самого ученика, и для родителя, и для, там, я не знаю, внешних каких-то оценщиков, да? Поэтому вот давайте стандарты первый шаг, это чтобы были правильно сформулированы, сделаны, продуманы результаты, а потом мы уже говорим о том, какие методы нужно использовать для того, чтобы это оценить. Дело в том, что если мы говорим о компетентностях, а не знаниях, да, то там, соответственно, и методы формирования, и методы оценивания меняются. Мы говорим больше о работе проектной, да, мы больше говорим о включении деятельности социальной и так далее вот в процесс обучения и процесс образования. Соответственно, и оценка тоже будет совершенно другая. То есть тест, знаниевый тест, скажем, он не сможет измерить и оценить все то, что мы закладываем в компетентностные результаты. Да? Поэтому это большой другой вопрос, каким образом оценивать компетентности. Это большой вопрос, на который мы еще до конца не ответили. Мы так вот пока наметки делаем, да, но до конца мы это, конечно, еще не прописали. Хотя должны это сделать. Безусловно. Ну, в любом случае, когда мы говорим это прямо отдельная сейчас такая линия развития, да, вопросов оценивания измерительных как бы, материалов, да, конечно, это процесс, это есть такой опыт, который мы где-то стараемся взять себе, но не все же получается взять и списать, да, там тоже приходится сейчас разрабатывать. По крайней мере, общие рекомендации мы включаем в общие рекомендации, какие методы, что это должны быть разные методы, какие должны быть методы, да, для оценивания. И что оцениваем мы степень соответствия того, что мы имеем, тому результату, который должен быть прописан, да, очень измеримо и очень четко понятно по тем индикаторам, которые мы задаем. То, что касается чтения, вот сейчас тоже новые стандарты сейчас перерабатываются. Безусловно, чтение у нас был единственный норматив – это скорость чтения. Да? Сейчас мы говорим о необходимости понимания и чтения и понимания. Для этого специально разработаны уже новые требования к чтению в начальных классах, и они будут усовершенствоваться, и вот к сентябрю, по идее, должны будут уже разработаны как предметные стандарты, в которых будет не только скорость чтения, которая на самом деле тоже важна, потому что скорость задает возможность осмысления и восприятия текста как целое, да? Поэтому кроме этого появятся другие виды стандартов. Угу. Спасибо. Спасибо. Да.